Легендарный таджикский танк Лоих Раджабов больше не является бойцом UFC. Промоушен не стал продлевать контракт с бойцом, что стало следствием его длительного простоя. Раджабов не выступал в этом году, и UFC, стремящийся к максимально активному ростера, принял стандартные в таких случаях решения. Сам боец объяснял паузу чередой травм и смены весовой категории. Лоих навсегда вписал свое имя в историю как первый боец из Таджикистана, который дрался за океаном. Его дебют в 23 году был очень ярким. Победа единогласным решением над Эстебаном Рибовичем. Однако карьера в сильнейшей лиге мира сложилась неровно. Затем последовало поражение техническим нокаутом от Матеуша Ребецки, а потом эффектная победа техническим нокаутом над Абдулкеримом Аль-Сельвади и в последнем бою поражение единогласным решением от Трея Огдена. После этого поединка Раджабов не выходил в октагон больше года, и его статистика в UFC осталась на отметке 2 победы и 2 поражения. Решение UFC стало для многих неожиданностью, ведь танк всегда показывал зрелищные бои и готов был сражаться. В свои 35 лет Лоих остается грозным и опытным бойцом. Его агрессивный бокс делает его ценным приобретением для любой лиги. И теперь возникает главный вопрос: где и когда мы увидим его снова? Точной даты и оппонента пока что нет. Что дальше для таджикского танка? Возвращение в PFL. У Раджабова уже есть опыт выступлений в этой лиге, где он даже боролся за чемпионский титул. В других американских лигах, таких как Fury Fighting или LFA, его имя вызовет большой интерес. Российская лига ACA. А вот это самый интересный сценарий для нашего региона. Хотели бы вы увидеть Лоиха Раджабова в ACA? Это стало бы грандиозным событием. Представьте, таджикский танк против топ-бойцов ACA. Что вы думаете? Итак, в какой лиге вы хотели бы увидеть Лоиха Раджабова? И как вы оцениваете его шансы против сильнейших бойцов ACA и PFL?